Для большинства участников этих соревнований плавание только хобби. Вместе с тем специалисты рассказали моему коллеге Вячеславу Ильину, что и на таких стартах можно отыскать спортивные таланты. В бассейне спорткомплекса Чувашского педагогического университета прошел турнир «Юный пловец». На этих соревнованиях нет победителей и призеров, хотя судейская бригада фиксирует время каждого пловца. Здесь участие куда как важнее места на призовом подиуме. Проверить уровень плавательной подготовки в Чебоксары приехали около 300 мальчишек и девчонок из Аликовского, Батыревского, Чебоксарского, Шамуршинского, Канашского, Цивильского, Мариинско-Посадского муниципальных округов и Новочебоксарска. Команду спортшколы Туслых села Шамурша представляли 13 ребят. Я привез 13 детей. Наша задача была проверить себя на республиканском уровне, делать анализы и дальше выводы делать и дальше работать. Наставник пловцов Шамурши остался доволен не только результатами своих подопечных, но и мастер-классом от профессионалов. Красоту, мощь и скорость баттерфляя юным пловцам продемонстрировала второкурсница Чебоксарского училища Олимпийского резерва Екатерина Федярова. Мой тренер Владимир Александрович Иванов попросил меня показать мастер-класс для молодых пловцов, которые участвуют сегодня здесь. Первые 25 метров баттерфляем попробовали преодолеть и самые юные участники соревнований. Техника пока, конечно же, далека от совершенства, но ведь это только начало пути. Это очень популярный вид спорта, как плавание. И очень много детей приходят заниматься в любительские секции. Соответственно, выступая на этих соревнованиях, по результатам мы можем отбирать детей в более профессиональную сферу. То есть отбирать детей в спортивные школы плавания города Чебоксары и районов Чувашской республики. 13-летний Максим Васильев плаванием занимается всего-то 2 года. На соревнованиях ему не было равных на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Показанные результаты соответствуют нормативу второго взрослого разряда. Это при том, что занятиям по плаванию он уделяет всего 3 академических часа в неделю. Впрочем, наставник юного пловца выбор оставляет за своим подопечным. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.